Польша после долгих попыток договориться с Россией отказалась от нефти Уралс в пользу Саудовской Аравии. Ситуация на рынке нефти снова переходит в горячую фазу. Саудовская Аравия продолжает наступать на нефтяной рынок Европы, где десятилетиями хозяйничали российские поставщики. Несмотря на сделку ОПЕК+ и декларативное примирение в нефтяной войне с Кремлем, Эр-Рияд отказался отменять двузначные скидки на свои сорта для европейских клиентов и почти вдвое увеличил их для покупателей в Азии. В апреле поставки нефти Саудовской Аравии в Европу достигнут 29 миллионов баррелей, максимальный показатель с августа 2016 года. Саудовская нефть, включая сорт Arab Light, наиболее близкий к российскому Уралс по качеству, начиная с апреля льется рекой в Италию, Турцию, Грецию, Францию и Польшу, традиционные рынки для российского сырья. В ходе ценовой войны России и Саудовской Аравии европейские страны выбрали Арабское королевство. В частности, Польша в апреле полностью отказалась от российской нефти с поставками по морю. Вместо этого были закуплены рекордные 560 тысяч тонн саудовского сорта Arab Light. По данным трейдеров, в мае поставки из Саудовской Аравии через Гданьск сохранятся на прежнем уровне, так что России, скорее всего, останутся только поставки по трубопроводам, на которые заключены долгосрочные контракты. Нефтеперерабатывающие заводы из Польши, работающие на российском топливе еще со времен 1960-х годов, в апреле 2020 года намерены полностью отказаться от подобной практики. Нефть из России будет полностью заменена продуктом, поставляемым официальным Эр-Риядом. В апреле 2020 года Польша готова к историческому моменту. Будут закуплены рекордные 560 тысяч тонн Arab Light. Закупки похожего объема планируется совершить в мае и июне. Спрос падает и конкуренция между поставщиками обостряется. Саудовская Аравия изо всех сил старается обработать покупателя. Вероятно, России тоже нужно подумать о каких-то специальных предложениях, говорит представитель европейской компании, перерабатывающей нефть. Он уточнил, что саудиты весьма жестко действуют на рынке и не стесняются перехватывать у России клиентов. Например, на прошлой неделе Сауди Арамко предложила страдающим от убытков переработчикам в Европе отсрочку платежей вплоть до 90 дней. СМИ напомнили, как еще в 2014 году президент России Владимир Путин отрицал возможность катастрофы, которая сегодня сложилась на нефтяном рынке. Если уйти ниже $85 за баррель, то сама Саудовская Аравия будет в прогаре и у нее возникнут проблемы, говорил он.